Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня погода теплая, +3. Здесь у нас снег растаял. Вот сюда накидали мне внуки, чтобы быстрее растаяло. Вот они, мои родные. Каждый старается так, как сможет. Молодцы, они помощники. Хорошо, что они у меня есть. У меня нет силы кидать снег. И они мне так помогают. Они понимают, что мне плохо. Вот столько еще у нас снега. Немножко растаял. Все везде тает. Так, руки чешутся работать во дворе. И у меня ничего не получается. С этой стороны всегда солнечно, поэтому здесь быстро тает. Качели видно. Вот здесь я весной всегда буксовала. Да, приезжают Юли с Салаватом. Привозят мне они, что мне надо. Вчера ездили в город Стерлитамак, оптовую базу, где можно купить продукты. Привезли мне сахара, муки, подсолнечное масло. Все подорожало. Я даже не знаю и не спрашивала, сколько стоит сахар, сколько стоит мука. Мне не до этого было. Вот здесь ручеек у меня. Вот здесь труба. Уже течет ручеек. Еще очень много снега. Но тает очень быстро. Они по чуть-чуть покидали снег. И то хорошо. Я сказала ребятишкам, чтобы они кушать пошли. Уже обед. Я все подогрела. Сейчас будем кушать. За меня не переживайте. Все у меня хорошо. Хожу, слава богу. Я за внуками ухаживаю, они за мной ухаживают. Вот они очень много накидали тут. Вот в огороде тоже снег уменьшился. Здесь мне недавно дорогу открыли, чтобы я могла ходить в теплицу. Здесь уже ходить нельзя. Работа остановилась весенняя у меня дома. Помидоры стоят не пикированные. Цветы не посадила. Но ничего. Самое главное — здоровье. Понравятся какие-нибудь цветы, можно их купить. А некоторых еще не поздно сажать. Даже могу весной в теплице сеять. Видно уже абрикосы мои. Кругом снег.
Вот здесь еще очень много снега. Ничего, время подойдет, все растает. Вон там на крыше, где веранда, столько снега было. Все растаяло. Немножко хочу ответить на ваши вопросы. Во-первых, о моем самочувствии. Спасибо вам большое. Сегодня 6-й день, как я получаю лечение, колю уколы, пью лекарства, лежу, отдыхаю. Как мне советуют мои подписчики, пью бульоны, молочные кушаю, побольше жидкости и лежу, отдыхаю. Я вас слушаюсь. Сегодня мне немножко лучше. Я могу сразу сказать, одышки стало поменьше, нет головокружения, нет температуры. Это тоже для меня большой плюс. Появился аппетит. Спасибо, мои хорошие, за ваши пожелания, чтобы я выздоровела, чтобы я поскорее встала на ноги. Да, я стараюсь. Многие молятся за мое здоровье. Спасибо вам всем большое. И вы не болейте. Много пишут в комментариях, много пишут в личку. У кого есть мои телефоны, подписчики звонят, узнают о моем здоровье. Мне это очень приятно. Спасибо вам большое. Не переживайте за меня. Я сильная, я стараюсь. У меня есть внуки. Я не имею права лежать, болеть. Пришла весна. Впереди большой объем работы. Поэтому мне нельзя болеть. Все будет нормально. Всевышний мне поможет. Еще есть одна комментария. Меня постоянно атакует. Но я не обижаюсь на нее. Винит меня, конечно. Что я, зная, что я болею, ездила в монастырь заразить там всех. Когда я в комментариях написала, что я не знала, что я ковидом заболела, просто себя плохо почувствовала, она мне опять же пишет: прокрутите и слушайте ролик «День рождения». Ну, вы сами поймете. Кто читал, поймет меня. Да, я не знала, что я ковидом заболела. Мне стало известно только 1 апреля. Да, я себя плохо чувствовала. Но у меня есть сердечная недостаточность. Сахарный диабет. Я в любое время могу себя плохо чувствовать. Тем более терапевт мне поставил диагноз обострение весеннее, сердце, диабет, потому что из-за пандемии я не могла уже больше года лежать в больнице. Обычно я лежу весной и осенью, 2 раза в год. А этот раз у меня не получилось. Если б я знала, что я заболела, я бы разве ездила? Я бы не ездила. Температуры тогда у меня не было. И когда болела я, самая большая температура у меня была 37,2. И то 2 дня подряд. Да не, пожалуйста, сами посмотрите, прокрутите видеоролик и внимательно посмотрите, пожалуйста. Я на вас не обижаюсь. Я вообще ни на кого не обижаюсь. Если что-то непонятно, можете писать. Что хотите, пишите. Я сильная. Меня закаляли мои подписчики. Спасибо всем. Еще мне одна девушка или женщина, не знаю, кто пишет. Это Лидия Бульчук. Может, подписчица моя, может, просто зритель. Я не знаю, но хочет меня обидеть. Как бы вы не хотели бы меня видеть, у вас ничего не получится. Она мне пишет, что я бессмысленно на телефон болтаю, на этом зарабатываю. Вот бы ей тоже вот так поболтать и за это деньги получать. Пожалуйста,
поболтайте да получайте. Никто вам не запрещает. Кто хочет, может работать. Кто-то так работает, кто-то по-другому работает. Вот я не работаю, ухаживаю за внуками. Я могу работу найти, любую, но я не хочу, чтобы мои мальчики жили дома как беспризорники. Пока они маленькие, за ними глаз да глаз нужен, а потом подростковый возраст тоже надо знать, где ребенок находится, с кем общается, кто его друзья, сколько времени он проводит на улице, не только около дома, а где-нибудь еще. Вот для этого я дома сижу. И я знаю, что у моих внуков есть и пенсия, и пособие, и алименты. Но на эти деньги только я не смотрю. Я хочу сама зарабатывать. Это ихние деньги. У нас платежка только около 8 тысяч каждый месяц. На эти деньги невозможно жить, поэтому я работаю, стараюсь работать, зарабатывать. У внуков тоже свои интересы, им что-то надо. Хочется красиво, современно одевать. Хочется, чтобы у них были хорошие телефоны. Хочется, чтобы у них были красивые одежды. Спасибо, что нас Василек одевает. Куда-то ходить надо хорошие вещи. Хорошую сумку, хорошие туфли, хорошие куртки. Все это надо. Поэтому я работаю, я стараюсь зарабатывать. Я не жалуюсь, что у меня денег нет. У них деньги есть, им хватает. Что остается, стараюсь откладывать им. А дома что-то делать я стараюсь работать. Чтобы не нуждаться, чтобы всегда у нас были деньги, еда, одежды. Да, мои хорошие, вот что попало, я болтаю и за эти деньги получаю. Вот такая моя работа. Можете открыть тоже канал на ютубе. Напишите. Я на вас тоже подпишусь. Только не думайте, что мне больно сделали. Мне просто интересно и смешно. У нас пока карантин, дети учатся дома. Они себя хорошо чувствуют. Не переживайте. Многие пишут мне, что мне не надо было делать прививку. Этого никто не знает. Знает только один Всевышний. В ковид-центре сказали мне, что хорошо, что я сделала. Хоть одну прививку у меня болезнь проходит в легкой форме. Так что, мои дорогие, за меня не переживайте. Дети живы-здоровы. Все будет хорошо. У меня даже помидоры не пикированы. Роза говорит, ничего не делай. Кушай, отдыхай. Береги себя, береги детей. Тебе нельзя ходить. Атакует только так. Очень строгая девочка она у меня. Переживают дети. Вы тоже, мои хорошие, носите маску, мойте руки после улицы. На улице не трите глаза, как я обычно делаю. У меня привычка такая. Берегите себя, берегите своих близких. Здоровья вам всем, удачи. Всем пока-пока. До следующих встреч.